Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы вам предлагаем перенестись в Алданский район, в далекий 1931 год. На этих кадрах первый дальневосточный автопробег по законченному участке дороги Большой Невер-Чульман. Эти исторические съемки известного кинооператора Алексея Кушашвили. Его называют одним из самых скрупулезных кинолетописцев Дальнего Востока. Кинооператор Алексей Кушашвили последовательно и много лет запечатлевал в своих кадрах ключевые события во всем Советском Союзе. Он снял около 600 произведений. Это полнометражные фильмы, очерки, сюжеты для всесоюзного и дальневосточного киножурналов. И данный фильм «Дорога в тайгу» об автомобильном пробеге по Амуро-Якутской магистрали занимает в нашем фонде особое место. Фильм начинается с экшена, с действия, то есть со старта машин с поселка Чульман. Около дороги вы сейчас видите стоять зрители. Это жители поселка Чульман, которые приветствуют водителя и желают им победы. Первый дальневосточный автопробег был организован обществом «Автодор». В начале века автопробеги были одним из способов донести идеи прогресса до самых отдаленных участков страны, и Якутия, конечно же, была не исключением. Цель данного пробега – установить наиболее пригодный для местных условий тип грузового автомобиля. Маршрут автопробега был непростым. Нужно было преодолеть труднопроходимые снежные трассы. На этих кадрах машины следуют на Путакси-подъем. Это один из самых трудных путей. Здесь очень крутой подъем, но машины как-то проходят этот сложный участок. Кстати, эти съемки запечатлели реалии 1931 года. Вы можете сейчас заметить, что кроме автопробега здесь проносятся разные станции. На дорогах встречаются люди, но и даже олени. Кстати, и даже верблюды, которых использовали в качестве гужевого транспорта. Верблюд на снежной трассе в Алданском районе в минус 50 смотрится сейчас очень экзотично. Кинооператор Алексей Кушашвили максимально точно, достоверно и объективно передал тот сложный, трудный путь, который преодолевали в то время дальнобойщики, водители грузовиков. Машины ездили по заснеженной тайге, по петляющим дорогам и по снежным коридорам Холодниканского перевала. К сожалению, не обошлось и без эксцессов. Здесь оператор Алексей Кушашвили отработал максимально оперативно. Не успев сбавить хода, на повороте машина врезалась в сугроб. На помощь прибыл трактор-тягач, и он отснял эти удивительные исторические кадры. Забегая немного вперед, отмечу, что по итогам автопробега грузовики «Ярославец» и «Форд» оказались самыми выносливыми по проходимости и экономности. Они показали лучшие результаты. После остановки грузовики продолжили свой путь и доехали до районного административного отдела Алданского округа. Здесь у оператора Алексея Кушашвили тоже отличился. Он успел заснять оленей в упряжке и орочонов, которые с интересом, кстати, наблюдали и за ним, и вообще за этой процессией. И в конце этого фильма, наконец-то, мы видим, что автоколонна доехала до станции Большой Невер Уссурийской железной дороги. Отсюда начинается новое шоссе, которое в будущем свяжет через золотоносный Алданский район железную дорогу с Якутском. Непростая была жизнь у водителя Якутии в 1931 году. Сейчас многое изменилось. Построены новые города, новые поселки, появились новые дороги, но не изменилось одно. Водители-дальнобойщики до сих пор ездят в рейсы по труднодоступным дорогам и автозимникам. Сейчас зима, но скоро наступит весна. Они спешат доставить продукты питания, ГСМ и то, что нужно, необходимо людям, которые живут на севере и в других труднодоступных районах. Путешествуйте во времени вместе с нами. Это очень интересно.